Вот в том доме, во втором доме, третья квартира, у меня первый этаж. Вот видите, дом стоит под крышу. Именно там семья Натальи Смольниковой купила квартиру 3 года назад. Сразу оплатили всю сумму, но переехать в том же 2016-м не удалось, как, впрочем, и в 2017-м. Застройщик попал под банкротство, стройка встала. Страйком у нас банкротится старый застройщик, идет конкурсное производство, и вот нам государство предоставило сейчас нового застройщика «Бриз». И сегодня за общим столом есть что обсудить. Ведь за время ожидания дольщики даже разбили палаточный лагерь на месте долгостроев. Сейчас его планируют убрать. Мы верим, вот сегодняшний день у нас самый веселый день, что нам обещали. С новым застройщиком они сегодня и познакомились. Минстрой представил инвестора жителям. Директор ответил на все вопросы и рассказал, что в планах. Ведутся работы по восстановлению кровли в полном объеме. Ведутся работы по подготовке газификации, внутреннего газифицирования жилых домов, обследование сетей прилегающим домам. В квартирах должна быть чистовая отделка, потому фронт работ еще не маленький. Хотя где-то уже есть обои, а где-то вот нужно переделывать штукатурку. Для этого Республиканский фонд поддержки дольщиков выделил застройщику 50 миллионов рублей. Плюс из бюджета добавят деньги на инженерные сети. Получили уверение, что к началу октября эти 4 дома будут завершены в полном объеме. К этому моменту будут все решения приняты по наружным сетям. Это вода, канализование, это электричество, это газ основополагающий. Никаких доплат с приходом нового застройщика владельцам квартир делать не придется. А вот 6 дольщикам 2 домов, которые на стадии котлована, предложат или выкуп, или квартиры в других ЖК. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Пестричинский район.